Здравствуйте! Сегодня у нас урок алгебры в 9 классе. Тема сегодняшнего урока – функция y равно ax в квадрате, ее график и свойства, а также графики функции y равная ax в квадрате плюс n и y равная a умноженное на x минус m в квадрате. Сегодня на уроке мы познакомимся с квадратичной функцией и ее частным случаем функция вида y равно ax в квадрате, а также ее графиком параболой. Узнаем свойства данной функции и научимся их применять при построении графиков. Научимся строить графики функции y равная ax в квадрате плюс n и y равная a умноженное на x минус m в квадрате путем преобразования параболы y равная ax в квадрате. Парабола, как особенная кривая, известна математикам уже достаточно давно. Еще в III веке до нашей эры древнегреческий математик Аполлоний Перкский дал название этой функции. Он столкнулся с ней при изучении сечений конуса. Конус, как математическая модель, имеет множество реальных прототипов, как, например, новогодняя ель или даже вулкан. Посмотрите. Но и сама парабола обособленно также часто встречается среди привычных нам предметов. Например, строй фонтана описывает схожую с параболой кривую. Бросок мяча или видимое движение небесных тел тоже можно сравнить с параболой. Перед вами реальный роллердром. Путь движения человека на скейтборде также схож с параболической кривой. Если представить это в виде модели, как на рисунке внизу слева, то сходство с параболами из учебника будет еще сильнее. Разберем некоторые свойства этой замечательной функции. Перед вами 3 графика функции. Вспомним, какие свойства функции можно будет назвать только судя по графику. Рассмотрим первый график. Область определения этой функции не ограничена, значит, это вся числовая прямая. При рассмотрении области значений отметим, что ниже оси ОХ графика функции нет. Следовательно, самым маленьким значением функции будет 0, и область значений можно записать в виде промежутка от 0 до плюс бесконечности. Проанализируем функцию на возрастание и убывание. Судя по графику, функция убывает на промежутке от минус бесконечности до 0 и возрастает на промежутке от 0 до плюс бесконечности. Также видно, что график функции симметричен относительно оси ОY и, следовательно, функция является четной. График ее проходит через начало координат. График второй функции выглядит немного иначе, чем первый, но представлен схожей кривой. Оценим функцию согласно ее графику. Область определения функции также будет вся числовая прямая, так как видимых ограничений или разрывов на графике функции нет. Самое маленькое значение функции приходится на начало координат и равно нулю. Следовательно, область значений функции – это все значения от 0 до плюс бесконечности. По графику определяем, функция убывает на промежутке от минус бесконечности до 0 и возрастает на промежутке от 0 до плюс бесконечности. Так как и этот график симметричен относительно оси ОY, можно говорить о том, что функция четная. То есть для противоположных значений аргумента значения функции будут равны. Третий график будет обладать всеми теми же свойствами, что и 2 предыдущих. Область определения функции – это вся числовая прямая. Область значений функции – все неотрицательные значения y. Убывает данная функция на промежутке от минус бесконечности до 0, а возрастает на промежутке от 0 до плюс бесконечности. График функции проходит через начало координат и симметричен относительно оси АY. Следовательно, данная функция также является четной. Пусть представленные графики являются графиками функций,
y равно f1 от x, y равно f2 от x и y равно f3 от x. Давайте построим графики функций с противоположным числовым коэффициентом и оценим их свойства. Здесь представлен график функции y равно минус f1 от x. О чем можно судить по графику? Область определения также вся числовая прямая. Область значений изменилась. По графику видно, что самое наибольшее значение, которое принимает функция, равно нулю. Следовательно, область значений – все неположительные значения переменной y. Также видно, что график функции симметричен относительно оси OY. Следовательно, эта функция также четная. Рассмотрим промежутки возрастания и убывания функции. Данная функция возрастает на промежутке от минус бесконечности до нуля и убывает в промежутке от нуля до плюс бесконечности. Графики функции y равно минус f2 от x и y равно минус f3 от x будут обладать теми же свойствами. Область определения обеих функций – вся числовая прямая. Область значений – все неположительные числа. Графики проходят через начало координат и симметричны относительно оси OY, следовательно, функции четные. Возрастают обе функции на промежутке от минус бесконечности до нуля и убывают на промежутке от нуля до плюс бесконечности. Все эти графики являются частными случаями графика квадратичной функции, с которой мы сегодня познакомимся. Все графики, которые были сегодня представлены, являются графиками функции y равно ax в квадрате, где коэффициент а не равен нулю. Кривые, являющиеся графиками этих функций, называются параболами. Давайте рассмотрим и сформулируем свойства квадратичной функции и научимся строить ее график. В общем виде квадратичная функция – это функция вида y равно ax в квадрате плюс bx плюс c, где x – это переменная, а b и c – это некоторые числа, причем а не равно нулю. Мы же сейчас с вами рассматриваем частный случай квадратичной функции, когда числа b и c равны нулю. Проанализировав все увиденные графики функций, давайте выделим общие свойства функции y равно ax в квадрате. Отметим, что свойства функции будут отличаться в зависимости от знака коэффициента а, так как при положительном значении а мы будем иметь дело с функцией, обладающей следующими свойствами. Областью определения функции будет являться вся числовая ось. Если x равно нулю, то и y будет равен нулю, а значит график функции проходит через начало координат. Если аргумент не равен нулю, то функция положительна. График функции расположен в верхней полуплоскости. Противоположным значениям аргумента соответствуют равные значения функции. График функции симметричен относительно оси AY. Функция убывает в промежутке от минус бесконечности до нуля и возрастает в промежутке от нуля до плюс бесконечности. Наименьшее значение функция принимает при x равное нулю. Наибольшего значения функция не имеет. Областью значений данной функции будет являться промежуток от нуля до плюс бесконечности. При коэффициенте а меньше нуля областью определения функции будет являться также вся числовая ось. Так же, как и для положительного коэффициента, если x равен нулю, то и y будет равен нулю, а значит график функции будет проходить через начало координат. Если аргумент не равен нулю, то функция отрицательна. Посмотрите на рисунок. График функции расположен в нижней полуплоскости. Также противоположным значениям аргумента соответствуют равные значения функции. График функции симметричен относительно оси y. Функция возрастает в промежутке от минус бесконечности до нуля и убывает в промежутке от нуля до плюс бесконечности.
Наибольшее значение, равное нулю, функция принимает при x равном нулю, а наименьшего значения функция не имеет. Соответственно, множество значений данной функции – это числовой луч от минус бесконечности до нуля. Теперь нам необходимо научиться строить график функции y равно ax в квадрате. Рассмотрим задачу 1. Построить график функции y равно x в квадрате. Это квадратичная функция, следовательно, графиком будет парабола. Так как коэффициент а положительный, то график этой функции будет находиться в положительной полуплоскости, а ветви параболы будут направлены вверх. Мы знаем, что наименьшим значением функции будет 0 при значении аргумента равном нулю. Там же в точке начала координат будет самая низкая точка нашего графика – вершина параболы. Давайте заполним таблицу значений. Возьмем значения аргумента, симметричные относительно вершины параболы. Теперь подставим в нашу функцию положительные значения аргумента из нашей таблицы. Так y от единицы будет равен единице в квадрате или просто 1. Y от 2 будет равен 2 в квадрате или 4. И y от 3, соответственно, будет равен 9. Так как функция четная, и для нее справедливо убеждение, что для противоположных значений аргумента значения функции будут равны, заполним соответствующие ячейки таблицы без дополнительных вычислений. 1 и минус 1 – противоположные числа, значит, значение функции у них будет одинаковое. Минус 2 и 2 – также противоположные числа, следовательно, значение функции при x равной минус 2 также будет равно 4. Минус 3 и 3 – еще одна пара противоположных чисел. Заполним значение функции при x равной минус 3 также числом 9. Теперь приступим к построению. Отметим полученные точки на координатной плоскости. Первой отметим вершину, точку с координатами 0, 0. Далее можно строить симметрично относительно оси OY. Построим точки с координатами минус 1, 1 и 1, 1. Следом также отметим на плоскости все остальные точки. Осталось соединить их плавной линией, и график будет построен. Теперь давайте построим график функции y равно минус 2х в квадрате. Это также квадратичная функция. Графиком будет являться парабола. Так как коэффициент а отрицательный, то ветви параболы будут направлены вниз, и график будет находиться в нижней полуплоскости. Вершина не изменит своих координат, мы помним это из свойства данной функции. Это также точка начала координат. Заполним таблицу значений для этой функции. Для наглядности значение аргумента оставим, как и в предыдущем примере, противоположные числа. Так проще будет заполнять таблицу. Найдем значение функции для положительных значений аргумента. При x равно 1 y будет равен минус 2. При x равно 2 значение будет равно минус 8. Для x равное 3 значение y будет равно 18. Внесем эти данные в таблицу. Затем, используя четность данной функции, заполним значение функции для значений аргумента минус 1, минус 2 и минус 3. Отметим полученные точки на координатной плоскости. Построение ничем не отличается от графика функции с положительным коэффициентом а. Отмечаем точки на координатной плоскости и соединяем их плавной линией. Кроме построения графиков свойства функции y равно ax в квадрате, можно использовать и для решения аналитических задач. Например, необходимо ответить на вопрос, пересекается ли парабола y равно 2х в квадрате и прямая y равно 100. Чтобы не решать громоздкое уравнение, ища координаты точки пересечения,
Проанализируем записи данных функций. Так как у квадратичной функции знак коэффициента а положительный, то ветви данной параболы будут направлены вверх. Так как наибольшего значения у этой функции нет, то она пересечет прямую y равно 100, так как оба графика находятся в верхней полуплоскости. А вот в примере b правильный ответ нет, так как графики будут находиться в разных полуплоскостях и никогда не смогут пересечься. Рассмотрим задачу 4. Принадлежат ли графику функции y равно минус 11х в квадрате точки k и p? Чтобы ответить на данный вопрос, подставим координаты точек в нашу функцию и проверим, получится ли верное равенство. В случае с точкой k значение функции совпало с координатой y, значит точка k принадлежит графику. А в случае с точкой p значение функции оказалось противоположным координате y, значит точка p не принадлежит графику. Решим следующую задачу. Площадь поверхности куба y в квадратных сантиметрах зависит от ребра куба x по формуле y равно 6х в квадрате. Постройте график и найдите по графику поверхность куба, если его ребро равно 0,8 см, и длину ребра, если поверхность куба равна 5. Так как зависимость площади поверхности куба от его ребра выражена квадратичной функцией, то давайте построим параболу, график этой функции, и найдем по нему соответствующие значения. Коэффициент а положительный, ветви направлены вверх. График проходит через начало координат. Перед вами на экране уже построенный график данной функции. Найдем по графику площадь поверхности куба, если его ребро равно 0,8. В данном случае длина ребра куба – это значение аргумента функции. Отметим на оси точку 0,8 и проведем через нее прямую параллельную оси y. Как видно, значению x равное 0,8 соответствует значение y равное 3,9. Это и будет являться площадью поверхности данного куба. Чтобы ответить на второй вопрос, найдем значение аргумента, соответствующее значению функции y равное 5. По графику таким значением будет число 0,9. То есть длина ребра куба с полной поверхностью, равной 5 квадратным сантиметрам, примерно равна 0,9 сантиметра. Мы ответили на поставленные вопросы по графику. Теперь, когда мы научились работать с функцией y равно x в квадрате, можем перейти к следующей части нашего урока. Теперь, когда мы научились работать с функцией y равно ax в квадрате, можем перейти к следующей части нашего урока. Как построить график функции y равное ax в квадрате плюс n? Разберем это на примере. Построим график функции y равное x в квадрате плюс единица. На координатной плоскости уже изображен график функции y равное x в квадрате, чтобы разница с новым графиком была более очевидной. Сначала выстроим график по точкам. Это также квадратичная функция. Графиком будет являться парабола, и так как коэффициент а положительный, то ветви направлены вверх. Давайте заполним таблицу значений. Также мы берем значения, которые были в предыдущих примерах для большей наглядности. Если мы будем подставлять данные значения аргумента в нашу функцию, то будем получать следующие значения функции, которые вы видите в таблице. Если сравнить полученные значения функции с предыдущими значениями функций в других примерах, то вы увидите, что для равных значений аргумента значение функции будет на единицу больше у функции y равно x в квадрате плюс 1. После построения графика на координатной плоскости также видно, что график будто бы сдвинулся на единицу вверх. Таким образом, график функции y равно x в квадрате плюс n – это тоже парабола, которую можно получить путем параллельного переноса графика функции y равно x в квадрате в
вдоль оси OY на n единиц. Посмотрите на экран, как будет меняться наше положение параболы на координатной плоскости в зависимости от значения n. В начальном положении парабола имеет вершину в точке 0, 0. После того, как мы прибавляем к нашей функции единицу, вершинка параболы перемещается в точку 0,1. Если мы захотим построить график функции y равно x в квадрате плюс 2, то наша вершинка также сместится на единицу выше. В данном примере график функции y равно x в квадрате плюс 3. n может быть и отрицательным. Посмотрите. А как быть с построением графика функции y равно a умноженное на x плюс m в квадрате? Рассмотрим пример. Необходимо построить график функции y равно x плюс 2 в квадрате. Это квадратичная функция, следовательно, графиком будет также парабола и ветви направлены вверх, так как коэффициент a положительный. Заполним таблицу значений. Мы также берем значение аргумента из предыдущих примеров и находим соответствующие значения функции. Если сравнить эту таблицу с таблицей значений для функции y равно x в квадрате, то мы увидим, что ряд значений функции остался прежним, но соответствующие значения аргумента все уменьшились на 2. На координатной плоскости уже изображен график функции y равно x в квадрате. Теперь изобразим на нем нашу параболу, график функции y равно x плюс 2 в квадрате. Как видите, форма кривой осталась прежней, только сам график сместился влево на величину, равную m. Таким образом, график функции y равно x плюс m в квадрате – это тоже парабола, которую можно получить путем параллельного переноса графика функции y равно x в квадрате вдоль оси OX на m единиц. Посмотрите на экран, как изменится положение параболы на координатной плоскости в зависимости от значения m. Перед вами функция y равно x в квадрате с вершинкой в точке 0, 0. Когда мы строим график функции x плюс 1 в квадрате, мы сдвигаем график функции влево на единицу. Посмотрите, как изменяется положение нашего графика в зависимости от значения m. При отрицательном значении m график смещается вправо вдоль оси x и, соответственно, меняет свою вершинку. В качестве закрепления давайте с вами рассмотрим пример и построим график функции y равно минус 2 умноженное на x минус 2 в квадрате плюс 3. Так как при равных старших коэффициентах параболы будут иметь одинаковую форму, то в качестве образца мы будем использовать шаблон параболы графика функции y равно минус 2х в квадрате, который мы построили ранее. Сейчас он изображен на координатной плоскости. Чтобы преобразовать график в тот, который нам нужен, следует произвести два параллельных переноса. Вправо вдоль оси OX на 2 единицы и вверх вдоль оси OY на 3 единицы. Произведем преобразование. Получаем график функции y равно минус 2 умноженное на x минус 2 в квадрате плюс 3. Итак, подведем итоги сегодняшнего урока. Сегодня на уроке мы рассмотрели функцию y равно ax в квадрате и ее свойства. Научились применять их при построении графиков. Познакомились с графиком квадратичной функции, параболой. Научились строить графики функции y равно ax в квадрате плюс n и y равно x минус m в квадрате путем преобразования графиков функции y равно ax в квадрате. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание.